Сегодня состоялось официальное вступление в должность вновь избранного главы администрации Липецкой области Олега Королева. В его адрес пришли поздравления от президента России Владимира Путина, председателя правительства Дмитрия Медведева, председателя Совета Федерации Валентина Матвиенко, председателя Госдумы России Сергея Нарышкина. Всего около 400 поздравлений. Напомним, на прошедших 14 сентября выборах Олег Королев одержал убедительную победу, получив поддержку почти 82% избирателей, принявших участие в голосовании. Церемония инаугурации сегодня состоялась в Большом зале областной администрации. Начало церемонии. Российский гимн исполняют артисты Липецкой филармонии. Затем председатель облсбиркома Юрий Алтухов, огласив результаты голосования 14 сентября, вручил Олегу Королеву удостоверение главы администрации области. Звучат слова присяги руководителя региона. Я, Королев Олег Петрович, вступая в должность главы администрации Липецкой области, клянусь верно служить населению области, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности главы администрации области, соблюдать Конституцию Российской Федерации, устав и законы Липецкой области. Согласно устава Липецкой области, Олег Петрович Королев официально вступил в должность главы администрации Липецкой области. В зале в числе почетных гостей представители федеральных и областных органов власти, общественности, различных структур и ведомств и духовенства. Вновь избранный глава администрации области принимает поздравления. Заместитель полномочного представителя президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Зязиков Мурат Магометович. Мы с вами свидетели того, как один из лучших губернаторов не только в Центральном округе, но и у нас в целом в стране вступил в должность. Очень высокий процент. Это доверие. Доверие, оно всегда порождает только доверие. Доверие – это очень взаимное. И сегодня мне хочется, пользуясь такой прекрасной возможностью, поздравить Олега Петровича с этим и передать слова искренней благодарности за работу и поздравления от полномочного представителя президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Александра Дмитриевича Беглова. Олег Петрович, он очень много сделал для решения социально-экономических вопросов в области. Он очень много сделал для того, чтобы была консолидация общества в вопросах безопасности. Ну и буквально вчера мы с вами были свидетелями того, как проходил Государственный совет заседание, где и также очень активно, как и на предыдущих площадках, всегда губернатор Липецкой области не просто дает предложения, а дает конкретные предложения и их не просто декларирует, а и реализует. Вчера было отмечено, да и мы с вами являемся свидетелями того, что в область приходят инвестиции. Инвестиции приходят только туда, где их ждут, я бы даже сказал, где за них борются. И сегодня мы знаем, что это Липецкая область. Это образец такого динамичного развития. Это область, где решаются многие социальные вопросы. Олег Петрович – это один из самых надежных в команде нашего национального лидера Владимира Владимировича Путина. Хочу поздравить, пожелать бодрости духа, уверенности, ну и так держать. Все остальное вы знаете, Олег Петрович. Председатель Липецкого областного совета депутатов Путилин Павел Иванович. Уважаемый Олег Петрович, позвольте мне, конечно, вначале
от имени всех депутатов областного совета, да и в целом всех депутатов Липецкой области, поздравить вас с убедительной победой на выборах и пожелать новых успехов на предстоящую пятилетку. Олег Петрович, все-таки одержанная победа, более 80%, это говорит о той поддержке избирателей, политики, которую ведете вы в своем регионе вместе с президентом Владимиром Владимировичем Путиным. Олег Петрович, на каком бы посту вы не трудились, вот так быстренько перечислю: председатель колхоза, секретарь крупнейшего райкома партии, Трест Водстрой управляющим, председатель областного совета, вы сегодня главой, вы всегда перед собой и своей командой ставили высочайшую планку и всегда ее с успехом преодолевали. И, конечно, очень приятно, коли работаю председателем областного совета, сказать, что мы гордимся тем, что особенно как политики вы больше всего и впереди всего раскрылись именно, когда возглавили областной совет. А возглавили в те 90-е годы, когда кругом был политический хаос, неразбериха. За эти годы вы многие сделали. Приняты были законы основные о выборах главы Липецкой области, и устав области, и регламенты, и до сих пор мы по ним работаем и по ним сегодня живем. Олег Петрович, конечно, что там говорить? Это говорит о том, когда уже стали вы главой области, возглавляя уже более 16 лет, это сказалось у вас жизненный опыт, политическая мудрость, умеете принимать в нужный момент самые правильные и, хочу сказать, смелые решения. Сегодня хотелось бы пожелать новых творческих успехов. Конечно же, их впереди много задач. Планка вы всегда поставите высоко, я думаю, на этот раз. Мы это видели в прибыльной вашей работе. И будьте уверены, что депутаты областного совета, да и все депутаты не только рядом, они вместе с вами. Высокопреосвященный Никон, митрополит Липецкий и Задонский. Ваше Высокопревосходительство, уважаемый Олег Петрович, сердечно поздравляем и лично, и от всей митрополии вас в такой великий день инаугурации, когда вы назначаетесь опять 5 лет быть с нами, непосредственно и в труде, и в ваших послушаниях, и в той общественной работе, которая возлагается на вас по вашей должности. Наша Липецкая область по православию входит в число 5 областей. Это заслуга прежде всего ваша, потому что вы очень много сделали совместно с церковью, восстанавливая и храмы, и монастыри, и духовную жизнь, и связь с народом. Я рад то, что нахожусь рядом всегда с вами. Я рад то, что еще мы с вами потрудимся, и может быть, еще какой-то духовный рубеж пройдем для того, чтобы в нашей области было всегда бы мир, радость, долготерпение. И я еще раз поздравляю, Олег Петрович, вас с тем, что вы с нами, потому что если, как старцы говорят, дерево пересаживать каждый год, то плодов не жди. И я думаю, мы теперь от вас будем ожидать плоды ваших добрых дел. Я думаю, что Липецкая область первая будет в Российской Федерации по всем показателям. Спасибо вам большое. Здоровья, здоровья, здоровья. Огромное спасибо от всех жителей нашей области за те высокие показатели, которые вместе с вами область достигла в экономике, в социально-экономическом развитии, в культуре. Область динамично развивается. Желаю вам, уважаемый Олег Петрович, здоровья, благополучия, всего самого доброго на благо развития нашей области. В своей ответной речи глава администрации области выразил слова благодарности за оказанное ему доверие. Дорогие единомышленники, сплоченные целью возрождения вместе с президентом страны
великой России и желание внести свой вклад в продолжение дела наших отцов, создавших такую замечательную область, дорогие гости, очень-очень символично, что вступление в должность в Липецкой области проходит буквально на вторые сутки после, я уверен, исторического заседания Государственного Совета России, на котором президент страны Владимир Владимирович Путин по сути заявил о новом экономическом курсе и о потребности политической, исторической и мессианской как России, рывке России по использованию всех элементов возможностей для этого рывка, главным из которых является сплочение нации, которая после Олимпиады, после возвращения к себе на родину Крыма, после вот такого замечательного последних лет подъема России во всех ее составляющих, которое как сплочение дает величайшую возможность для нашей страны. И сегодня, буквально на второй день после такого, уверен, исторического Государственного Совета, вступая в должность главы администрации области, я уверенно и вам лично, и от вашего имени президенту страны, правительству Российской Федерации, Федеральному собранию, нашим ветеранам заявляю, что Липецкая область к исполнению этой исторической, если хотите, миссии, задачи исторического рывка России, Липецкая область подходит сплоченной. Сплоченной духовно, нравственно, исторически, интеллектуально, особенно понимая, что это сплочение, даже если кто на него не способен или не готов, исторически востребовано костьми и жизнями миллионов россиян, тысячелетняя история которых пронизана великим служением землянам, миру, людям, ни злу никогда, ни нечисти никогда, ни наживе никогда, а только лишь спасению. И сирых, и слабых, и кого только не спасал российский, русский солдат, офицер, гражданин. И так все 1000 лет. Область доказала своей деятельностью за последние десятилетия и за всю историю ее становления, что здесь собрался вот такой замечательный, сонный, сплоченный коллектив разных поколений, разных национальностей, которые объединены желанием обеспечить жизнь свою, своих семей, своих детей, своей малой и большой родины, желанием ответить на во многом и часто трагическую историю России, продолжением этого подвига, служения людям, государству, обществу, миру и добру. Область доказала свою нужность, полезность на всех крутых направлениях, будь то самые тяжелые годы перестройки, когда именно Липецкая область первой в России, и поэтому первый визит вновь избранного тогда президента страны Владимира Владимировича Путина в 2000 году был именно в Липецкую область, потому что здесь уже ковалось новаторство, подъема сельского хозяйства, промышленности, развития малого и среднего бизнеса, всего остального. Область доказала, что она есть одним из локомотивов, и им останется по развитию самой себя и России на всех ключевых направлениях, а значит и способны на то, чтобы выполнить вчерашний призыв и поручение президента страны, данное на историческом, как я считаю, и так и будет,
заседании Государственного совета по обеспечению исторического рывка России. Я благодарю каждого из вас за сделанное, подчеркиваю, чтобы не было понятно, за сделанное на выборах, за сделанное в истории, за сделанное каждым из вас, стоящими за вами коллективами, единомышленниками, потому как на сегодняшний день даже не преданы только лишь добру, а иногда и злу, человек замечает, что нет ни одной из сторон жизни или деятельности, области, которые бы не улучшались. Я благодарю вас за десятилетия совестливого, патриотичного, отданного другим труда во благо тогда молодой, сегодня зрелой Липецкой области, который вы, как своей малой родиной и как одним из замечательных драгоценных камней в короне Российской империи приумножаете и бережете. Я благодарю президента страны Владимира Владимировича Путина за доверие, с которым он относится и ко мне лично, и ко всей области, и в делах, и в помыслах, и в свершениях. Я благодарю правительство Российской Федерации за сложение во всех усилиях по исполнению поручений президента страны и мобилизации области. Я благодарю ветеранов нашей Липецкой области за сделанное и продолжаемое делать той великой героикой свершений, которые вы сотворили во благо своих имен и нашей истории, во благо будущего, в котором так хотелось бы, чтобы ваши ветеранов, дети и внуки жили бы, и так будет, в горделивой, великой, воспрявшей страны Мессии, страны цивилизации, страны, которую так уважает Господь Бог. Я благодарю наших избирателей за то, что мудрость их оказалась столь велика, что им и каждому из них уже понравилось работать хорошо. Липчане работают замечательно на всех направлениях. Хоть ты промышленник, хоть ты селянин, хоть ты интеллигент, хоть ты работник транспорта, жилищно-коммунального хозяйства или иных финансовых, иных структур, работает теперь ободренно. Ему, этому замечательному труженику, скромному, понравилось работать хорошо. Так держать, дорогие липчане, так держать по исполнению поручения президента по обеспечению исторического рывка России. Так держать и нашей команде, и не только эти 5 лет, а в целом направлении развития, чтобы каждый из вас и каждый из нас, и мы вместе взятые, хранили добрую память о старших и могли бы сделать так, чтобы память и о нас была тоже хранимой. И чтобы милость Божья, с которой сегодня обратился к нам наш митрополит и владыка, не покидала нас никогда, потому как Господь всегда любил и поддерживал мученическую Россию в ее великих благах, которые она творила жественно, мученически, но в то же время героически, гордясь и любуясь этой и такой историей и жизнью. Спасибо. Быть добру. Ирина Карасева, Анатолий Кушнарев, Вячеслав Ходаков. Вести Липецк.